Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые, давайте сегодня узнаем, кто за вами тайно следит и зачем человек за вами следит. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчину показали. Мужчина раздраженный какой-то, в таком состоянии, знаете, вот его все бесит, все раздражает, все мешает, все плохие, он несчастный, обидели мышку, написали в норку. Мужчина, конечно, не подарок. И знаете, я так скажу, очень похоже на мужчину, либо бывший, да, вот бывший ваш мужчина, с кем вы были в отношениях, либо, возможно, этот мужчина, которому вы как-то жестко отказали. Вот прям послала, так послала, как приговорила. Да, еще такое может быть. Мужчина, который очень боится, что вы что-то предпримете. Ну, допустим, вы ему сказали, что если ты не забудешь дорогу к моему порогу, то я подам заявление в полицию, да, за преследование. Либо что я, может, он вам там угрозы писал, либо гадости какие-то писал. Вы говорите, я в интернет это все опубликую, да, чтобы все знали, что ты за человек такой, и чтобы тебя стороной обходили. Да. Может быть, он не свободен. Может, вы сказали, что если не отстанешь, то я там твоей жене все покажу, да, твоей семье все покажу. Может, если это бывший, то боится, что вы будете претендовать на какое-то имущество. Там, не знаю, на алименты подадите. Алименты, имущество. Может быть, у кого-то еще отыграется ситуация, что мужчина, скажем так, мужчина мог в свое время вам какие-то свои черные делишки рассказать, да, вот там, не знаю, выпивший был или еще что-то, там хотел похвастаться, и что-то вам такое рассказал, что является прям компроматом таким серьезным, и он очень боится, что вы это все обнародуете. Раздражается он и на вас, и на себя, на то, что, ну, как бы глупый был, не подстраховался, либо что не предусмотрел, да, что все этим может закончиться. Может, он вас просто недооценил, думал, что вы такая тихая, спокойная белая овечка, да, которая там никому ничего такого не сделает, что можно там вас запугивать, либо можно вам всякие гадости говорить, писать, что можно вас вот как безнаказанно обижать, и типа ничего не будет. А вы показали, что у вас есть намерение и желание себя отстаивать и защищать. Мало того, кто-то из девчонок показал мужчине свое желание его наказать, да, что вот, а я тебя накажу. Ты вот ушел, оставил меня с детьми, да, ни кола, ни двора, ни средств к существованию, а я тебя накажу. Вот что там у тебя есть, да? Квартира, машина, там, денежки, бизнес. Будешь делиться, да, будешь давать на содержание. Либо, ну, допустим, там угрожал вам мужчина. Вы такая, сейчас пойду в полицию, напишу заявление, пусть они тебя притянут. Но если даже ничего не будет, то, по крайней мере, твоя репутация будет потеряна. А если еще и жена, то, ну, сами понимаете, да, там чревато очень сильно. И вот он ходит, руки себе заламывает и не знает, что предпринять. И поэтому он за вами следит. Потому что не знает, сдержите ли вы свое слово, сдержите ли вы как обещание воплотить угрозы. Либо, в принципе, он, так знаете, в шоке был от того, что вы реагируете, от того, что вы встали в такую борцовскую позу, в защитную позицию, что вот я тебя накажу. И ты ответишь, да, я буду себя защищать и тебя наказывать.
и он как бы не ожидал, да, что вы на это способны. Но вот идет мне, что он вас боится, вот как хотите, боится ваших будущих действий и не понимает, на что вы способны. Плюс он бесится от того, что это уже окончательный разрыв, это уже окончательное как ваше решение. И, возможно, он почему появлялся, либо почему такое себе позволял. Он надеялся вас продавить, он надеялся вас прогнуть и надеялся, пусть как не любовью, там, не нежностью, но грубостью, либо угрозами, либо даже каким-то шантажом вернуть вас в отношения. Ну, если это ваш бывший муж и у вас детки, он мог там говорить, что вот, а ты не выживешь, да, ты не протянешь, ты не сможешь детей на ноги поставить, ты там без денег, ты не способная, ты такая, ты сякая, кому ты нужна, типа, дальше прислуживай мне и терпи от меня. Либо, может быть, мужчина, допустим, мог делать вам дорогие подарки. А потом, значит, как он сделал дорогой подарок, потом от вас чего-то требует против вашей воли. И вы такая, ничего себе, что значит, ты сделал мне подарок, да? Ты же не купил меня этим подарком, ты просто сделал подарок. Почему я должна теперь тебе что-то вот назад возвращать, либо на какие-то твои условия, которые мне не подходят, идти? Ну вот недооценил. Мне идет, что недооценил, плюс он надеялся, что он вас вернет, и теперь как бы его репутация, его будущее под угрозой. А угроза это вы. Ну, вернее, угроза от вас исходит. Вот как-то так, знаете, вот везде проиграл, везде ему пусто, везде ему грустно, и его это бесит, его это очень сильно раздражает. Ну, конечно, гроб, коса. У него такое желание вот куда-то, не знаю, там сбежать, уехать, да, скорее всего, сбежать, уехать, чтобы быть подальше от всех этих эмоций, воспоминаний, ощущений, чтобы даже если вы сдержите свою угрозу, ну, типа он уже далеко, ему не страшно, да. И также ему очень хочется, чтобы всего этого не было, чтобы, ну, просто этого не было, да, может, он вам там лишнего наговорил, может, наговорил того, чего не хотел, не желал, но уже как бы сказано, да, ничего не сделаешь. Может, у кого-то еще мужчина молится, чтобы вы куда-то уехали поскорее, да. Может, он знает о ваших планах, что вы куда-то собираетесь. Такой, ну, едь скорее, да, и давай все забудем, как будто бы и не было. То есть мужчина, который потерял все, всего лишился, везде проиграл, конечно, это очень грустно, это давит. И он за вами следит. Он следит буквально, не знаю, за каждым вашим вздохом, потому что от этого очень многое зависит. И я не буду обобщать, но, возможно, у кого-то из девушек, кто зашел на эту отсыпку, либо какие-то шпионы рядом, с его стороны шпионы, да, потому что он вообще какого-то человека нанял, чтобы за вами шпионили. И также могут быть какие-то шпионские установленные программы. Может, у вас где-то этот, забыла, как называется, который отслеживает местоположение человека. Прям вылетело из головы. Трекер, по-моему, называется. Слушайте, вообще забыла. Да, возможно, где-то у вас есть там в машине, допустим, либо где-то установлено в телефоне, там, не знаю. Может, он вам куда-нибудь подкинул, там, в сумочку, куда-то за подкладку подкинул. То есть, ну, там слежка серьезная. Он и боится, но и без вас не может, да. Он вам не может простить, что вы от него отказались, да, что вы не пошли на его условия, что вы голос имеете, что вы, ну, решили действительно без него жить. Давайте посмотрим, он вообще опасен для вас, этот мужчина, представляет собой опасность или нет. Будет ли от него какое-то негативное действие, либо поступок в вашу сторону? Ну, на самом деле вы человек, который под защитой высших сил, однозначно. Вы обладаете особой чувствительностью и очень гибким умом. Но, с другой стороны, я вижу, что все-таки туманно, все туманно. Если мужчину довести до отчаяния, то есть если вы будете продолжать там ссориться, ругаться, и вы будете ему угрожать, он просто в момент, ну, скажем так, пиковых эмоций может что-то сделать. Да? Я не хочу вас пугать, но я хочу вас предупредить. Поэтому, как совет, лучше забыть о нем. Если вы действительно хотели его наказать, ну, оставьте это, Бог накажет. Понимаете, такие вещи, они не прощаются. Высшие силы все видят. Вам же будет спокойнее, и вам же будет как здоровее. Да?
как, вот есть же эта поговорка, да, не трогай какашку, вонять не будет. Вот он и есть эта какашка. А вы ее постоянно, эту какашку палочкой тыкаете, да, и вот запах этот идет, неприятный, фекалий. Поэтому лучше оставить его. У вас впереди прекрасное будущее, у вас какой-то большой шанс, у вас там клевер перед глазами, башня за спиной, то есть защита, вы под защитой рода, под защитой высших сил, но провоцировать не надо, потому что там тучи были показаны. А тучи обычно что? Это такие гиперэмоции, которые накрывают, и человек в состоянии аффекта, да, состояние аффекта, вот пришла нужная информация, может, ну вот, не отдавая себе отчет, что-то сделать, да, чего бы не сделал в нормальном состоянии. Так, ну и чем закончится это все, да, давайте посмотрим, чем закончится. Так. Ну, если вы ему какие-то условия ставили, допустим, там алименты, недвижимость, что он по закону, по правилам должен вам отдать, то он какую-то сделку вам будет предлагать. Конечно, он не сделает так, как вы хотите в полном объеме, но что-то вам может предложить, особенно если это связано с детьми, да, с правом детей на обеспечение, на наследство, на, ну, как жилплощадь, не знаю, все, что связано с детьми, он выполнит. Не настолько, насколько бы вам хотелось, но в принципе это будет окей, да, вы скажете, ну, хоть столько, да, я согласна. Если речь идет о том, что вот он там достает вас, он вас преследует, если он там вам угрожает, то это прекратится. Прекратится, потому что все-таки он побоится. Вы были настолько уверены, что он действительно испугался, наверное, там обделался слегка. Он остановится, он прекратит, это все забудется. Будут ли у вас в будущем какие-то с ним ну, стычки, отношения? Нет, скорее всего, нет. Либо как-то дистанционно будете решать вопросы, либо вы через кого-то будете решать с ним вопросы. Да? Вот лично уже контактировать не будете, даже если у вас общие дети. Если там раздел имущества еще предстоит, вот, но он где-то что-то все-таки себе урвет. Он принципиально не станет делать так, как вам надо. И вы, чтобы, наверное, с ним не связываться, вы так махнете рукой и скажете, да подавись, да пусть тебе будет. Он на лекарство пойдет, да, как там обычно говорят. Не знаю, как вас угораздило с таким человеком сойтись, но вот видите, очень нервный сейчас ходит, руки заламывает и кости вам перемывает. Постоянно вас думает, постоянно в вашу сторону какие-то проклятия шлет. Прям поносит ваше имя и в пух и в прах. Но с другой стороны, вам бояться этого не надо. Да? Вы, главное, не переступайте эту красную черту, и тогда все будет хорошо. Если вы думаете, что вот мужчина пристает, да, он какой-то маньяк, он одержимый, все-таки ваши угрозы, вот вы ему сказали, что я там обращусь, либо я там то, я там все, на него подействовали. Это не значит, что он вас забудет, это значит, что он уже меньше будет как-то до вас доколупываться, приставать и будет все-таки держать дистанцию, да, будет. А потом на кого-то другого переключится и все. Хотя вы, конечно, останетесь в его сердце, потому что вы его очень сильно зацепили. И, возможно, еще то, что вы ему не покорились, вы, скажем так, не стали его женщиной, это тоже его очень сильно раздражает. Потому что это удар по самолюбию, удар по его, не знаю, мужественности, не знаю, привлекательности, что у него там, эгоизм его этот мужской. Ну вот как-то так идет, девочки. Неприятно, если честно, неприятно. Я не ожидала такого увидеть. Но раз информация идет, значит, вы должны знать. Дальше. За вами еще один человек следит. Тут прям какой-то филин. Человек-одиночка, либо у кого-то может и вдовец отыграться. Знаете, тут и хочется, и колется. Человек крайне в себе неуверенный, либо человек, переживший утрату, да, боль утраты, он очень боится, что опять такое случится. Он этого не желает, но он очень боится. Это, наверное, к психологу нужно идти. К психологу разбирать это все, почему он этого боится, может, он еще и не отошел от той потери. Вы очень нравитесь этому мужчине, его там буквально вот тянет, вы как будто бы медовая, такая сладенькая, вот медом, запах почему-то меда пошел. И
И меда такого, знаете, цветочного, такой прям ароматный. Вот вы для него такая. Очень сильно тянет, он вами восхищается, он вам радуется, но он очень боится, скажем так, отношений. Боится, что сценарий повторится, и он дважды станет удавцом. Ну, это его личные страхи, понимаете? И он не может их перебороть. Поэтому он держится очень далеко от вас. Он близко, но далеко, понимаете? Сердцем он очень близко, но физически он старается быть очень далеко. А у кого-то еще может отыграться не вдовец, а вот, как я сказала, да, мужчина, который не уверен в себе. Мужчина, который считает себя каким-то там не таким, да, там, не слишком привлекательным, не слишком интересным, не слишком мужественным. Может быть, он... Кстати, почему-то информация пошла про сыночку-корзиночку, да, про мамину черешенку. Может, он с мамой живет, да, может, он уже взрослый мужчина, который живет с мамой, и мама его там буквально подавляет, она доминирует. И может, ему мама говорит, что там все женщины плохие, тебя обманут, либо там, сыночек, я же тебя для себя рожала, там, 2 суток, 3 суток, 10 дней, да, 10 месяцев носила, 3 суток рожала, все это сделала для себя. И ты теперь, типа, мне обязан, да, должен быть со мной. И, например, зная, что у мамы такой стервозный характер, он понимает, что если он с вами начнет отношения, то мама съест вас просто без ножа и вилки, просто проглотит, да. Ну, может, он вас не настолько хорошо знает, не понимает, что вы можете там отбиться, защититься, но вот ему вас жаль. И ему не хочется и жизнь вам портить, но с другой стороны, вы ему нравитесь, его очень сильно тянет, этого мужчину. И вот этот неуверенный в себе мужчина, он где-то рядом с вами обитает. Но почему-то мне идет информация, что это даже может быть как, ну не знаю, сын подруги почему-то мне идет, да, может еще и это, то, что он молодой, то, что вы подруга мамы. Даже если подруга там старше вас по возрасту, все равно может быть разница в возрасте. И он понимает, что это прям будет скандал. Зная свою маму, он понимает, что будет большой скандал, что достанется всем. И что мама, например, может вас винить, да, что вот, ох, соблазнила ребенка. Может быть, он и не сын подруги, да, может, просто вы вместе работаете, там, не знаю, по соседству живете, либо, ну вот где-то вы соприкасаетесь. Может, вы работаете в таком месте, как к вам клиенты приходят, да, и вы их обслуживаете. И вот он приходит, там, любуется вами, запоминает вас и потом мечтает о вас. Ну вот какой-то совенок, да, филин вообще вышел на самом деле. Он вроде сидит влево, смотрит, но на самом деле, как у сов же голова очень подвижная, да, голова вот у него в другую сторону на 180 разворачивается, на вас смотрит. То есть боится себя выдать, но и не может на вас не смотреть. Если вы, например, в отношениях с каким-то вдовцом, мужчина овдовел, и вы не понимаете, почему мужчина не действует, ну, либо как-то ведет себя отстраненно, вроде он и есть, а вроде его нет, вроде вы встречаетесь, а вроде как просто друзья, то причина именно вот психологическая, потому что он боится повторения сценариев. Почему-то это так на него сильно, ну, конечно, это повлияло, да, особенно если он любил свою жену, да, даже если просто у них были теплые отношения, все равно это повлияло. Очень многие люди сильно болезненно переживают утраты, либо только лишь в утрате понимают, насколько они там любили, дорожили, ценили человека. И вот боится, что повторится сценарий, боится, что ну, вот такая вот ситуация произойдет. Грустно, печально, ну вот так вышло. Так, и еще показывают женщину. Ну, тут женщина, конечно, стерва, извините, но не могу сказать по-другому. Очень хитрая, очень коварная, токсичная. Женщина абсолютно бесталанная, и поэтому она всегда живет, либо выживает на чужом. То есть человек может копировать, слизывать, подделки делать. Еще почему-то мне подделки идут, да, делать подделки. Может быть, под вас подделывается, да, может, создает такой же образ, как у вас, может быть, голос пытается таким же сделать, да, манеру общения, стиль речи. Может, действительно, вот если вы ну, создаете какие-то работы, либо вы чем-то таким занимаетесь, да, у вас есть публикации в интернете, сайт свой есть, может качать и может выдавать за свое. Может даже себя называть вашим именем.
якобы от вашего имени оказывать какие-то услуги. Ну, допустим, вот как пример мне идет. Вы талантливый кондитер, вы готовите на заказ. И эта женщина, она может быть вашей клиенткой, она может покупать у вас эти заказы и потом перепродавать, якобы это она сделала. Либо перепродавать даже от вашего имени, но делать свою наценку. То есть сама она не способна, руки из пятой точки растут, либо в принципе, да, там не доросли ни до чего руки. И она, значит, вот таким образом промышляет. Нехорошая она человек, и я честно скажу, она очень плохо закончит. И закончит она плохо очень скоро. Там уже, знаете, над ней тучи сгустились, и ничего хорошего не ждет на самом деле. Следит она за вами, следит, чтобы реагировать на то, как вы меняетесь. Допустим, она следит за вашими соцсетями, либо она следит за вами визуально, там где-то вот встречается, видит вас издалека, как вы выглядите, что одели, что прикупили, какой цвет у вас волос, да, в какой цвет вы окрасили волосы. Там, постригли ли вы себе челку, либо наоборот, там, какую прическу носите. Вот все повторяет. То же самое, следит за вашим сайтом, следит за вашей работой, чтобы поделываться, да, поделываться под вас, либо выдавать себя за вас. Может, вы и не знаете, что такое происходит, но оно происходит. Ну, а кто знает, вы, наверное, понимаете, да, что очень сложно остановить эту женщину, очень сложно доказать, очень сложно за руку поймать. И не всегда правоохранительные органы, да, вообще на такое реагируют. А с авторскими правами тут вообще беда. Беда-горюшка называется, да, то, что происходит, особенно в некоторых странах. Ну, что есть, то есть. Вот она за вами и следит. Плохо закончит, очень плохо. Тучи уже сгущаются над ее головой, они такие прям максимально плотные и очень-очень темные. Да? Вот что-то будет. Что-то будет, что она, возможно, и не переживет. Либо с такими последствиями переживет, что ей уже будет не до вас. Не до того, чтобы заниматься этой своей грязной деятельностью, под кого-то подстраиваться, косить, либо выдавать себя за другое лицо. Кстати, может, она не только за вами следит, да, может, она и за другими людьми, может, она выдает себя не только за вас, но и за других людей. Ну вот что-то будет, нарвется. Там уже, знаете, как высшие силы все для нее решили. И даже если она сейчас остановится, да, там раскается, признается, остановится, это уже ей не поможет. Вот не поможет от слова совсем. За все нужно платить, за все нужно отвечать. И она с этим очень скоро столкнется. И плохо ей придется, да, скажем так, плохо. Так, мои хорошие, на этом у меня сегодня все. Достаточно тяжелая информация, неожиданно пошла, но значит, вам нужно это знать, значит, так решили высшие силы, что вот откроем именно эту информацию. Спасибо всем за внимание, берегите себя, всем пока-пока.